Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Летом 2020 года у Беларусі адбудзецца каля десятка розных фестываляў. Адныя пройдуць упершыню, другія вернуцца пасля перапынку, ну а трэція нікуды і не сыходзілі. Любоў публікі да іх прымушае арганізатараў не спыняцца і не рабіць перапынкаў. Ці проста гэта стварыць і правесці фестываль у Беларусі, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта арганізатары фестывалю «Справа» Матвей Сабураў і Максим Осипов. Добрый день, шановное господарство. Добрый день. Добрый день. Привитание. Добрый день. Есть сразу вопросик, можно? Конечно. Вот у вас есть в Одноклассниках страница в Еврорадио. А у нас нету фестиваля. Стоит нам заводить? У вас как трафик там? Как люди вообще? Ведаете, я вот веду со своим партнером, сувядоўцам Максимом Гаруновым программу про национальную Ну, он идею. клевый, он был, я с ним, он дикий. Дикий. Он дикий, да, непрыручаны. Непрыручаны, точно, супер слово. Ну, так сэнс у тым, што ідзе праграма гэта пра нацыянальную ідэю Беларусі па ўсіх соцсетках, і часам у Одноклассниках і у ВКонтакте праглядаў больш збірае, чым на Фейсбуку. Вот нібыта таким вот нацыянальна арыентаваным сегменте социальных сеток. Так что заводьте. Короче, заводим. Максим, ты как считаешь? Ты же наш главный пиарщик. Заводчик самый. Заводчик главный, да. Это сейчас не столь существенно. Будет там Одноклассники или не будут. Ну, почему? Вы притягнете увагу додатковых... Боремся за каждый голос, как говорят. Сейчас у нас же за это, кожный выборы. Рубель и за кожного глядача и слухача. Хорошо, обсудим с нашим отделом пиара. Вот так вот у нас все. Так, вот, до речі, і першая затраўка для нашай размовы. То есть вот так вот у оргкомітэце фестиваля «Справы» так все сур'ёзна, целый пиар-отдел, там все страшнее, все страшнее. Вот группа в Телеграме «Справа.орг». Актуально, прямо сейчас. Вот сообщение, последнее, значит, сообщение 12:05. Была бы логика, что вклад не только в фестиваль, обсуждается краудфандинг на туалеты, либо на стаканы, либо на привоз Лени Федорова, либо на что-то еще. И серьезно, 800 сообщений по поводу, достаточно ли туалетов, которых бы у нас было. И это происходит постоянно. То есть каждая маленькая деталь обсуждается толокой. Значит, идут споры, голосования. Ну, я добавлю, что это вот один из 14 шагов. Альбо на прибиральне, альбо вот на Леню Федорова. На Леню Федорова. У нас примерно такие выборы вот, все время. Параллельно запустить несколько компаний. Это же баланс ресурсов. То есть, либо туалеты, либо Леня Федоров. Мне лично нравится такая история. Если я за своя плоскость возможностей, мы не можем сделать сразу 5 проектов одновременно. Понятно, что если мы сделаем 5 проектов, мы не сделаем ни одного. Лучше взять что-то одно. Например, туалеты или стаканы, или Лени Федорова, или, не знаю, там, танцы на озере. Не, выбачайте, вот такая вот, как сказал это самое Матвей, да? Матвей про то, что альбо прибиральни, альбо Лёня Федорова, вот мне так вот подобается больше, знаете, так гучить интригуюче. Так у нас так и есть. У нас на самом деле сплошная интрига. То есть 3 года фестиваля, да? У нас 20 человек организаторов сейчас. То есть это не просто вот мы с Максимом вдвоем что-то делаем. У нас реально 20 человек. Уже примагнитились люди к разным секторам. То есть кто-то вот там пиар, кто-то занимается музыкантами, кто-то занимается инфраструктурой, вот, там, партнерами. То есть все в принципе серьезно. Работа идет с сентября месяца. Мы билеты почти за год начинаем продавать на фестивале вот с этого года. Но все равно в этом это не корпоративная штука, когда у нас совещание, там, значит, иерархия, и вот это все. Это в принципе очень живой и интересный процесс делать фестиваль, потому что много раз мы обсуждаем очень странные вопросы периодически в очень странных компаниях, и получаем очень странные результаты. И сегодняшний день, например, вот эфир Еврорадио, мы можем тоже использовать как площадку для обсуждения наших фестивальных, то есть такой, хотим голос, как он называется здесь по латыни, я не очень подкованный из маленького города. Вокс Попули. Ага, вот так вот завернула, говорит, с маленького города. Я хотел сказать просто глаз народа, там, Глаз можно просто глаз подумать. Так вот, зараз і звертаємося до народу. Так що ж таки краудфандинг на що?
На прибиральні під час фестиваля ті на Леню Федорова. Вот, хорошее, кстати, голосование для начала. Да. Я бы еще хотел сделать ставку. Мы вообще хотим разыграть два билета на фестиваль. Мы хотим это сделать в конце сегодняшнего дня, чтобы люди нам задавали вопросы. Мы хотим за самый интересный вопрос дать 2 билета в течение программы и после программы под видео в Фейсбуке. Принимаем вопросы, отвечаем на них и в конце определяем the best forum. Мы выбираем самый интересный вопрос, а вы выбираете самый интересный ответ. И вот один билет уйдет за самый интересный вопрос, а второй за самый... Про туалеты, про концепцию, про национальную идею, все что угодно. Не, я, как обычно, замутил. Нет, 2 билета разыгрываем за самый интересный вопрос. Все так, правильно? Да? Зараз я запущу вот гэтую такую прапанову у нашу спецыяльную праграму, якая, дарэчы, акумулюе ўсе пытанні, якія паступаюць з усіх сацыяльных сетак у адзін вот такі одно акенца. І Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, с Ютуба, все прыходзіць ко мне. Одноклассники, подключайтесь, да. Я зараз пакуль буду вот пісаць гэтую прапанову, вы пакуль адкажыце мне на такое пытанне. Вот все ж таки цікава, колькі часу трэба на тое, каб арганізаваць, вот колькі праходзіць ад самой ідэі, нарадзілася вот там на кухні там ці на рыбалке, вы там где-то сидели вот с сябрамі і раптам бах, о, пацаны, давайте там дзяўчаткі, ёсць ідэя. І вот ад пачатку і до конца рэалізацыя колькі часу займае звычайна, каб фестываль все ж таки быў не просто там, да, а... Будем говорить с точки зрения математики. То есть получившийся фестиваль – это тот фестиваль, который произошел и не вытянул из организаторов денег, а хотя бы сработал в ноль. Я считаю, что это очень правильный показатель для фестиваля, который... В Беларуси, да. Ну, потому что если фестиваль, например, тянет деньги каждый год из организаторов, то он просуществует год, может быть, другой. А мы со второго фестиваля, у нас получилось сделать профицитный фестиваль, мы заработали там 2-3 тысячи рублей на нем, и вот третий фестиваль тоже принес там доход в 2-3 тысячи рублей, я не помню, там может быть 3,5 тысячи рублей. Это значит, что следующему фестивалю быть. Собственно говоря, но все эти 20 человек, о которых я говорил, ни один из них не получил ни копейки денег, то есть... И сейчас вот как раз я и перейду к вопросу, сколько делается фестиваль. В этом году фестиваль мы решили сделать за год, стартанули в сентябре, то есть решили, что можно делать его 3 месяца, начинать с марта, и 3 месяца посвящать этому тотально в жизни. Но это после фестиваля вот вся наша компания, там я, Максим, все наши 20 человек, они худеют на 10 кило, значит, ненавидят друг друга. Слушайте, и фитнес-зала не треба, да? Вообще, ни фитнес-зала, ни психолога, ни йоги, ничего конечно, не надо. Да, где-то 20 тысяч шагов уже есть. Там все происходит постоянно в один день. Так вот, собственно говоря, 3 месяца, за 3 месяца можно командой сделать фестиваль. Но эта команда похудеет, наверное, в сумме килограммов на 200. Поэтому мы решили, что делать его, в общем, надо по уму, как вот за год, распределившись по усилиям, как отложенное вознаграждение. То есть очень сложно в сентябре делать фестиваль, который будет в следующем августе происходить. Но сразу я, например, вспоминаю опыты с детьми вот этими 6-летками, которым кладут конфетки, знаете, такое отложенное вознаграждение. Сидят дети, их снимают на видео, им кладут 1 конфетку и говорят, через 5 минут будет 2 конфетки. Если подождешь, будет 2, потом 4, потом 8. Да? И вот дети сидят, они не могут держаться. Вот кто додерживается там полчаса, получает 20 конфет. И потом отследили через 20 лет историю этих людей, они создали успешные бизнесы, бла-бла-бла. А те, кто сразу едят конфетки, те в основном, как там, пьяницы и наркоманы, будем так называть. Вот и мы считай, конфетки откладываем. Максим, с сентября. Можна я до вас, як до чоловіка творчого, мастака, от, скажем, народилася ідея правесці фестываль, а вот як яго аформіць, як ён павінен выглядаць, каб ён адрозніваўся нават знешне ад усіх астатніх фестываляў. Вот як гэта? Это цяжка зрабіць? Ну, во-первых, большое спасибо, что назвали меня мастаком, потому что я обычно и дизайнер, и пиарщик, и что знает что. То есть, нарешті, вот вас признание тут догнало. Это великий момент настал. Я хотел бы тут вклиниться, потому что он постоянно не делает никакого пиара, только позвольте, я картину малюю картину. Не перебивайте. У нас так, 100 пудов. Вообще, оформление – это как бы такая штука, которая довольно заманчивая, сделать что-нибудь красивенькое, что-нибудь классно. Сейчас мы заняты концептуализацией вообще фестиваля. То есть мы хотим придумать для него какую-то четкую
отстройку, которую можно воспроизвести в нескольких словах, которую может понять сходу и бабушка из деревни, и журналист крупнейшего издания. Еврорадио. Потому что у нас, ну, как у любого фестиваля, проблема. То есть, если ты фестиваль места, what the fuck? То есть, пардон, нас принимали за этнофестиваль, за фестиваль ЗОЖ, фестиваль веганов, фестиваль, не помню чего там, бёрдвотчеров и так далее. А мы ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Мы все сразу, и одновременно мы как бы фестиваль места. Мы фестиваль отношения человека к не своей собственности. То есть мы пытаемся взять такую дурацкую вроде бы как миссию, научить людей относиться к окружению как к чему-то своему и нести за это ответственность. Поэтому у нас такие есть атрибуты, как мытье посуды за собой. У нас никто не бросает бычки, потому что никто не бросает бычки. Мы все убираем, мы все чистим, мы улучшаем место, мы оставляем после себя какой-то бэкграунд, который потом служит для этого места, для местных людей, для туристов, для просто бродяг, которые там приезжают на этот полуостров, где раньше просто ничего не было, бурьян и руины. Угу. Ну, а ўсё ж таки, вот наколькі важное для, может быть, пиара, пробачьте вот это слово, там, фестиваля, там какая-нибудь подача, какой-нибудь символики его, вот это придумать? Ну, это просто визуальный маркер, символика нужна, она выполняет роль, что увидел краем глаза, за полсекунды идентифицировал. Ну, то есть символика сама по себе, она часть чего-то большего, ну, то есть, ну, это основа брендинга. Есть смыслы, которые несет с собой символика. Без смыслов символика – это просто декор. Ну, такого много сейчас, чего ты? В основном символика без смыслов. То есть, типа, если мы немного успешный фестиваль в том, что мы хотя бы 3 раза уже прошли, и вот 4-й готовится, то скорее именно потому, что у нас внутри существует идея, то есть у нас есть манифест, написанный перед первым фестивалем за полгода, который до сих пор выполняется нами, как группой людей-организаторов. Мы как бы с ним сверяемся постоянно. И что еще круче, то, что он в этом году апгрейдится. То есть вот сейчас ребята, которые умеют писать, это не я. Да, то есть изначально фестиваль, формулировка была такая: фестиваль взаимодействия с историческим и природным ландшафтом с помощью искусства и музыки. Сейчас происходит, естественно, апгрейд, потому что 4-й фестиваль проходит. Приезжали все такие случаи. Мы, естественно, изучаем обратную связь. В этом году был очень хороший итог в плане комментариев. То есть после любого фестиваля обычно максимум лайки. Но нам писали люди какие-то полотна текста, которые я тщательно изучал и обнаружил интересную тенденцию, что какое-то количество людей говорили о том, что фестиваль вдохновил их что-то сделать у себя на своей территории, покрасить подъезд, посадить дерево на улице, обновить родительский заброшенный сад в деревне. То есть какие-то вещи, которые нужно делать и которые мы вроде как вдохновили человека делать. Это как бы очень ценно. И это хочется поддерживать, это вот за что хотелось ухватиться. Поэтому это уже не просто фестиваль места взаимодействия с конкретным нашим местом, а это как бы уже чуть шире. Потому что обычно фестиваль вдохновляет людей на УЗИ печени. Ну, потом, после фестиваля, если пивной на хороший фестиваль, то идешь потом. Ну, поэтому у нас нет пива. Да, мы не продаем алкоголь, то есть у нас... Но мы не ЗОЖ. То есть я курю лично. Нормально курю, и мне это нравится. И у нас фестиваль свободы, но свободы вот с манифестом. То есть это был намек на то, что пиво треба иметь с собой, свое. Ну, никаких намеков. Прямым текстом было сказано. Нет, конечно, нет. У нас досмотр и все дела. Совести. Вот так вот. Ага. И он мне подмигнул. Типа, ты можешь провести. Так нас же снимают. А я подмигнул, кстати, другим глазом. Так я і здал. От камеры отдельно все. Матвей, але мне яшчэ такі момант цікавы. У нас кажуць, што пра тое, што паўсюль, куды не пачні, не прыйдзі са сваёй ініцыятывай, перашкоды, улады там цябе, па-першае, не слухаюць, па-другое, не дапамагаюць, а па-трэцяе, калі будуць мець магчымасць, то і перашкодзяць нешта рабіць. Вот такой вот, калі это ідзе не ад БРСМ, ад Белай Русі, а просто вот от грамадзянскай супольнасці, скажем так. Все ж таки, наколькі складана было мало таго, што реализовать свою идею першапачатковую, таки протягивать эту реализацию уже 4-й раз запар? На самом деле было... В первый год нас не поддержал исполком.
совсем. Ну, то есть они нам пообещали чем-то помочь, и в конце помогли, выкосили остров. Это тоже большое дело, но это микродело по сравнению с тем, каким образом строятся наши взаимоотношения сейчас. Первый раз откосили, так бы. Да, откосили. Они смотрели на нас. То есть это нормально. Они же не знают, кто-то приехали, какие-то люди. Выглядят, ну, не то чтобы прям вот... Кстати, тут можно сразу такой флешбэк сделать, наоборот, вперед. Я в Витебске был исполком, приехал в шортах как-то летом на прием. Меня сопровождал милиционер к кабинету, хотел удостовериться, что я точно меня ждут, и этого чувака в шортах, в смысле, примут. И меня приняли, он такой, класс. Вот, так вот. Короче, все началось с районных вот этих всех дел, с сельсовета, с отдельных людей, которые говорили, классная идея, очень интересно, почему вы это делаете? Мы говорим, ну, кажется, что так будет. Где ваше второе дно? Вы хотите там наркотики продавать, там, не знаю, что. Ну, как бы, скажите честно, в чем прикол? Почему вы не заняты? признались. Нет, мы как раз говорим, смотрите, вот, пожалуйста, у нас все просто. У нас есть, хотим финансовый отчет, у нас там на пробизнесе статья, где по результатам фестиваля можно посмотреть наши финансовые отчеты. Да. То есть мы работаем открыто. Также открыто я пришел в эти все исполкомы во второй год и рассказал, они сами приехали, посмотрели. И с той поры у нас завертелось прикольно, крутое сотрудничество. Я вот, если можно было бы это описывать и колонку в Советской Беларуси выпускать, да, я думаю, что и нам, и им было бы прикольно, потому что это избавляет от страха. И ту сторону, и нашу сторону. Вот сторону активистов, как бы людей независимых, и сторону властей. Потому что на самом деле у них во всей этой вертикали существует куча людей заинтересованных. То есть они смотрят на то, как мы это делаем, учатся очень быстро. И на соседних объектах это все реализуют. То есть сейчас у нас куча совместных проектов. Мы вместе зачищаем там аллею Милошей, высаживаются новые деревья, мы сейчас построим там альтанку, там будет проходить кусок нашего фестиваля и праздники местные. То есть меня исполком посылает в какие-нибудь витебские встречи с ПРООНом, как представители типа вот их независимой движухи районной. Да? Я приезжаю, выступаю на каких-то там... Вы таким, как говорят про нашу оппозицию, в дадзеном выпадку вы то легитимизатор мясцовой улады. Наверное. Ну, то есть я, наверное, кто-то, кого ругают все, типа, я плохо разбираюсь в политике. Вот есть Короткевич, да, есть кто-то еще, это типа засланный казачок есть какие-то такие, да. Я типа засланный казачок буду. И я вот, к тому же у меня, если меня покопать в Википедию, у меня дед был НКВДист. И там одна линия у меня питерские евреи-архитекторы. Нет статьи в Википедии. Тихо. Будет. А вторая линия, это, короче, НКВД сплошное. Так что я вполне могу быть, как они называются эти, которые... Сексотом. Вот, я сексотом могу быть, но нет. Короче, в общем, на самом деле, у нас вообще нет проблем с администрацией, с местной, с областной администрацией. Все люди приезжают к нам, милиционеры, перед фестивалем, мы вместе гуляем, говорим по-человечески. Они все точно спрашивают. Они работают не для того, чтобы нам помешать, а мы говорим о конкретных вещах. Как сделать так, чтобы не было неприятностей для гостей фестиваля, для нас. То есть люди помогают нам. И это явно видно. И оно длится уже 3 года, и оно развивается. То есть вот мы с Максом... Макс, точнее, он как художник, а я висел просто на люльке, вот он расписывал в чашниках музей, стенку музея. То есть люди смотрят на то, что мы делаем хорошо, и копируют это, или даже не копируют, а как это называется по-правильному, перерабатывают и инсталируют в свою базу. У нас был прецедент, что в Браславе, кажется, на Дожинках сделали копию нашей сцены. Это, кстати, классно. Мы могли бы открыть... Тихо, почекай. Дай хоть слово сказать. У нас же все-таки демократия. У нас авторитарная демократия. Все, понимаем. Дар'я, глядячи нашу программу праз YouTube, пытается, вот это працяг, до речі, вот то, про што вы, Матвей, пачалі гаварыць, і якую тэму закранаў Максим. Ці плануеце стварыць франшызу на фестываль, каб такія ж фестывалі проводились в інших кутках Беларуси. На самом деле, да, я скажу, у нас есть конкретный на эту тему ответ. То есть мы ведем документооборот весь своих действий. Не просто для того, чтобы иметь для себя какую-то штуку, а для того, чтобы со временем передать, выложить это в открытый доступ и рассказать людям, как сделать в их районах
Вот так фестиваль по типу нашего. То есть чистую франшизу здесь это неправильное, наверное, слово, но мы изначально его рассматривали как очень узкий фестиваль, соту. Да? Вот если Беларусь сделать ульем, мы такая сота одна. Мы там делаем свою активность и документируем ее. И потом с удовольствием будем отдавать другим, когда соберем достаточный блок информации. Справа сама по себе это такой бренд, который не так легко экспортировать в другие локации. Она привязана к локациям. Но есть какой-то набор атрибутов, принципов, которые применимы к любым мероприятиям, которые делаются в любой точке страны. Ну, например, я делал, извините, в прошлом году рождественскую ярмарку. Я применял те же самые принципы по поводу встройки в место. Я изучал место, я ходил там, метил ногами, думал, и как бы мы работали именно с местом и построились в него. Это как бы такая концепция, которую можно без франшизы просто всем дарить для всеобщего блага. Да, и мы это будем делать, и мы это, в принципе, делаем. Ко мне приезжал парень, вот, кстати, Женя, который снимал у нас в этом году все фотки хорошие. Парень приехал из соседней деревни Холопиничи, он родом. Нашел меня через там, Facebook, приехал ко мне домой и говорит: слушай, расскажи, вот я хочу в Холопиничах сделать что-то похожее. И я без проблем рассказал ему, мы погуляли. То есть это слишком энергозатратный способ передачи знаний, да? Но мы со временем подготовим способ точно именно пакетный. То есть вся франшиза, грубо кажучи, будзе ў тым, што вы з радасцю аддадзіце вот гэтую ідэю іншым, якія захочуць праводзіць у іншых местах. И процесс уже происходит, там что вот, буквально на прошлой неделе я участвовал в креатоне как ментор, и там был... Как ментор. И там вы уже свои, так сказать, не перекидывайте на Там был бриф на подобный фестиваль, который будет происходить в Креве, тоже в августе, ближе к концу. Там очень много общих точек, я так прямо настроил, что надо как бы и помочь, и отстроить от нас сразу, потому что есть общие вещи, но Крево — это другой ландшафт, другие люди, и там вряд ли получится точно так же, как у нас, там будет по-другому, может лучше, может хуже, может... Да, то есть, типа, у нас полуостров, а если у кого-то, например, болото, или не дай боже, березовое, там, в смысле... Гай, да. Ну вот что делать в березовом гае, да, там как бы не разминуться, так надо придумать какую-то штуку, сцену сделать, чтобы поднять ее повыше, там, ну, короче, зайти в этот березовый гай, подумать долго, хорошенько, посидеть, покурить и сделать там свой вот этот, который будет не справа называться, а слева. Гайфест. Ну, в смысле будет. Пардон. Яшчэ шмат якія фестывалі штогод, ну как бы так, дзеля того, каб зацікавіць людзей, прыдумваюць нейкія змены фармату, напрыклад. Вот мы тут былі там такія, а вот зараз мы введем вот такое. Ваш фест нейкім чынам змяняецца? Вы можете сказать, что вот у мінулым годзе вы бачылі вот нас такімі, а сёлета мы тут вот замутим, вот цалкам поменяемся? Мы развиваем стратегию, которую мы делали, мы просто укрупняем. То есть, если взять нас, рассмотреть нас как гроздь винограда, да, то есть, вот на нашей фестивале изначально был, там уже было на первом фестивале практически все то же, что есть на третьем, и то, что будет на четвертом. Просто чуть поменьше ягод и чуть помельче. Да. Сейчас сортность повышается, размер вызревания, время вызревания получше. То есть, мы музыкальную программу раскрываем за счет иностранных групп, за счет классного сотрудничества с институтами. То есть институты польские, немецкие идут к нам навстречу, привозят своих крутых музыкантов, которых мы не можем привести, потому что наш профит нашего фестиваля пару тысяч рублей. То есть, соответственно, то, что мы в прошлом году привозили, или на первом году мы привозили музыкантов, да, примерно вот эти деньги в нашем распоряжении на музыкантов. Мы можем только таких и привозить. А институты позволяют нам поднимать уровень и интересность, соответственно, музыкальных проектов. То есть мы вот растем с точки зрения качества и интереса музыкального контента. То же самое, я думаю, тут Максим лучше знает, касается арт-части фестиваля. Потому Максим, что фестиваль это не только лучше музыка. Ведаете, поэтому перебейте его нарешті и расскажите. Да, апгрейд будет, но не то, что такой какой-то суперзначительный. Во-первых, мы хотим, в связи с тем, что у нас как бы обновляется немножко платформа, мы хотим выйти за пределы фестиваля, за пределы там, Чирей и Белой Церкви, и сделать что-то где-то еще, может, даже в Минске. И, ну, есть такие мысли, связанные с искусством и со смыслами переосмысления наследия,
То есть, ну, сейчас ключевая проблема вообще в Беларуси связана с наследием, то, что нам непонятно, что с ним делалось, как что Белая Церковь, что Крева — это как бы руины, на которые можно только смотреть. Мы хотим, чтобы как бы у людей начали мозги работать в направлении именно созидательном и каком-то конструктивном, потому что очень большое поле для деятельности здесь. Раз вы уже, так сказать, сказав А, каже і Б, як кажуть, от музична частка, яку ви так уже так заинтриговали, что у нас вот будет, что будет? Вообще чума. То есть у нас пока я могу назвать только 5 фамилий и 5 групп, потому что у нас гастрольное удостоверение вот в процессе получения там, второй части, как бы мы переоформляем его, для того, чтобы открыть весь лайнап сейчас. Да? Я не могу, но он уже есть. И это крутая, вот реально просто в несколько... Ну, если посмотреть прошлый год, просто вот глянуть наш фестиваль прошлого года, и это вот... Имя, сестра. Нет, имя у нас же вот пиар, да? То есть я вижу статистику по билетам. Новое имя, новые билеты. То есть здесь... Мы уже обнародовали часть людей, это Троица. Троица у нас будет, да, в этом году. Это коллектив, который вот позапрошлом году играл на фестивале, вечером в субботу играла группа Троица, значит, 1500 человек, open air, огромный старый храм, значит, на фоне. Кто-то лежит, кто-то танцует, кто-то сидит, вечерняя полутьма такая. Их 5 раз, по-моему, на бис вызывали или что-то в этом роде. То есть это крайне совпадающая музыка, и крайне подходящее вот этой музыке место, и люди, которые туда приезжают, для них группа Троица, ну, как лично для меня, что это? Это не актуальная музыка, это такой камень в нашей истории уже музыкальной. То есть вот этот большой валун. И мы этот валун вот прикатываем, показываем все. У нас он классно на острове смотрится. Мы в прошлый раз укатили, думаю, каждый раз надо бы катать, но через год будем. Які ще валун прикатите? Будет презентация электронного проекта Сергея Кравченко. Будет микрокабаре. Не, Сергей Кравченко, ты же объясни, кто такой Сергей. Знаешь, сколько Сергеев Кравченко? Да. Я, например, ведаю бас-гитариста гурта «Улис» Кравченко. Вот, пожалуйста. Сергей причем. Сергей Вот, и он тоже Кравченко, автор проекта «Как это любить», музыкант Портмоне. Его Архитектор. регалии невозможно перечислить. Наш организатор, фестиваля тоже, парень, у которого дед Автор из деревни Белая манифеста, Церковь. в конце концов. Он сгонял на Гауда Полония в этом году и сделал первый сольный музыкальный проект электронный. Бросил курить, пить, начал бегать. Ну, как раньше был, как пел Михалок, алкаш и торчок, а теперь боксер и качок. Ну, вот это Серега Кравченко сейчас со своим... Все, потерянный уже для рок-н-ролла человек. Для рок-н-ролла, но зато электронная музыка приняла его в распростертые объятия. Да? И вот он на самом деле написал крутой альбом, такого у нас... в культуре не принято на филс-рекордингах, то есть когда это не припев-куплет, а это музыка, которая втягивает в атмосферу. Ну, то есть она конкретно круто подходит к нашему фестивалю под его ночную часть. Мы уже запланировали точку, где и когда он выступает. Для нас это крайне важно искать места. У нас 5 площадок. Музыканта мы помещаем не просто куда-то рандомно. Мы смотрим, что за музыка, какое ей время подходит, какой свет, какая из площадок. То есть ближе к воде, сцена побольше, может быть, где-то в лесу. То есть, и вот там Серегу мы поместили на мейнстейдж, но очень поздно, в пятницу. И вот такая у меня Google табличка такая в Excel. Такой черный квадратик нарисовал я на нем. И черным шрифтом написал там Skyeng, его проект, Skyeng. Да? То есть ему очень нравится не присутствовать, он такой в черном квадрате там присутствует, так его и подадим. Слухайте, так а вот трэба ж как-то модзе адпавядаць. Вот зараз модна на такія на фестывалі, ну калі мы говорим про беларускіх артыстаў, там прыкаціць такі камень, ну такой уже цяжкаватай музыкі, як проект Вольскі. Ці скажем Тима так, беларускіх, ці это не, это поветренный шарик такі. Ці там, скажем, там камень, я не ведаю, такой панкаўскі «Дай дорогу», ці ритм-н-блюзовый краму такой вот. Не, ну, а что, не закатываются? Это не мода, это способ привлечь внимание, если тебе особо не о чем говорить. То есть, если ты песня года, тебе что надо делать? Надо позвать Тиму Белорусского. Если ты справа, ты можешь, в принципе, не думать в этом направлении. Нет, почему? Как с точки зрения пиара? Вот я зараз это не понял. Вот что вы так вот про Левона Артуровича вот зараз вот сказали? Я не про Левона Артуровича ничего сказал. Это вот... Это еще вот если фестивалю не нечего надо предложить, то до Вольского сказал. Да, это так, он так и сказал. Нет, ну я говорил о необходимости звать звезд в принципе.
Мы хотим... Я за звезд, например, но есть проблема. То есть вот какая у нас существует проблема. Например, я с Леоном Артуровичем працую сам. То есть я виджею у него на концертах, делаю очень давно, уже делаю клипы ему. И я очень хорошо знаю эту программу музыкальную и люблю ее, да. Особенно проект Вольского с громадознавства. Но просто ее никак невозможно встроить в этот фестиваль. Наш фестиваль, он отстроен от того, что у тебя в центре острова на холме торчит полуразрушенная церковь, и все это должно быть тихо. Ну, в смысле, там нет экспрессии, как правило, да. Если экспрессия очень природная, да, это как ветер, вот дождь. Да, и вот стоит Вольский и спевает «Вось моя земля». Так это же вот как раз и у нас нет таких людей, кто вот стоит и говорит, как хорошо, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, по сути, да. То есть у нас музыканты приезжают и мутят что-то, они пытаются донести идеи. То есть у нас безидейный фестиваль с точки зрения контента. То есть идеально для нас это инструментальная музыка, но ее мало. То есть мы изначально музыкальную программу строим от атмосфер, от мест. Да? То есть на самом деле это очень, очень существенно. Я вам пропоную Сергей Труханович, инструментальная музыка. А он же еще и играет? Альбомы выпуская, инструментальной музыки. Да? Ну, да. У нас на самом деле инструментальных гитаристов. У меня на сайте у нас для музыкантов есть имейл, по которому присылается промо, и мы все это рассматриваем. Я общаюсь с каждым из музыкантов. Я столько музыки узнал, которую не хотел бы знать, если честно. Не дай бог каждому. Я хотел сказать еще про музыкальную программу, что это важно, на самом деле, чтобы не возникало вот этих вопросов, почему те или иные у нас люди не играют. То есть на первом фестивале мы провели тест такой. У нас был хор «Салютарис» в церкви, в храме вот в этом. И они на закате пели Арво Пярта, эстонского композитора. Вот, и это настолько схлопнувшиеся вместе музыка, время, атмосфера, место, что смысл самого музыкального произведения теряется, он приобретает некий глобальный смысл, он растекается как бы на километры вдаль, как звуковые волны расходятся, и где-то для человека они перестают быть слышны там, через 200 метров, а на самом деле они существуют еще километры. И вот в этом мы отстраиваем всю программу. У нас очень сложная история с принятием или непринятием той или иной музыки. Мы долго обсуждаем это. То есть, потому что, вот, к примеру, Леня Федоров, если он приезжает с группой «Аукцион», он не получится у нас там. То есть, потому что «Аукцион» – это хэппининговая группа. Да? А если Леня Федоров приезжает с гитарой, там, например, с Волковым, контрабасистом, и поет свое абориутство, то это просто соответствие, в принципе, пространству. Это не то, что он пытается выдвинуть как вот свою концепцию. Он пытается синхронизироваться с местом. Всегда. Ну, я коротей скажу, вот, что Матвей там долго и витиевато нам доводил, что чему не запросили вот гэтага? А тому что ён нам не подходит. А чему не подходит? Потому что мы так бачым. Чему менавіта Белая царква и Чарэйскае возера были абраныя месцам правядзення фэсту? Про прыгажосць гэтых мясцінаў я ведаю сам з гэтых мясцінаў. Алексей Кулаков. Коротко. Алексей, я Потому что мы 13 лет назад там купил дом и живу там. Ну вот тоже, Все в принципе... Короче, невозможно. Да. Так получилось. Вы можете сделать такой же фестиваль, где вы живете. В любой районе можно найти такие элементы, как река, или водоем, или озеро, руины и... Человек с гитарой. И человека, который все хочет сделать. Да можно прямо у нас сделать, только в другое время. Зимой. Так. На лыжах. Ну, там далей, на жаль, уже каменты нельга не паспяваем читаць, але вот на мой погляд Дар'я с франшизой и Кулаков вот такие самые лепшие комментарии кому отдаем? Я бы продолжил. Мы готовы до конца дня еще отвечать хорошо, на вопросы. Пишите. Відэо застаецца висеть, его можно поглядеть будзе и поздней. Пытанні все аккумулюются. Вот пиар-отдел все проглядзець и вырашым. На заканчэнне, Матвей, калі, куды ехать? Можно я изменю закончение? Да. Мы на самом деле обсуждали с Максом, что бы нам хотелось донести людям, да, сегодня. И у нас есть конкретные тексты. То есть мы до сих пор еще собираем программу фестиваля, но это не касается в основном музыки. У нас много архитектурной программы, арт-программы, художественной. Мы ищем людей с инициативами собственными, да? Те, кто хотят включиться
у нас есть пространство, у нас месячный будет волонтерский лагерь перед фестивалем, во время которого можно сделать все, что угодно, хоть Вавилонскую башню там построить. Да? Но мы ищем идеи, и в то же время мы ищем людей, кто эти идеи готов поддерживать. То есть, если кто-то был на нашем фестивале, обладает какими-то ресурсами, я имею в виду не обязательно деньги. Может быть, у кого-то есть лишних 2 куба бруса 10 на 10 сосны, и вот на даче лежит, он говорит: слушайте, ребята, забирайте, нафига он мне нужен? Думал баню построить, да вот уже купил баню-бочку. Мы приедем и заберем. То есть мы такие люди, и выдадим в ответ там... пиар-отдел выдаст прекрасную какую-нибудь... Да, у нас, как у фестиваля, с нашей концепцией довольно сложно работать со спонсорами. То есть спонсор любого фестиваля — это как бы поставить какую-то активашку, какую-то фотозону и за это заплатить. У нас мы оберегаем людей от обилия рекламы, мы встраиваем бренды иначе. Это не всем привычно. Но, тем не менее, у нас как бы бренды, которые нас поддержали, получили свою долю славы. И как бы мы призываем... Пишите нам, мы будем писать вам. Мы сейчас ищем новых партнеров. Да, потому что у нас, собственно говоря, то есть наша фестивальная история, у нас фестиваль для 2000 человек, делает его 500 человек в результате, когда приезжают музыканты. То есть наш потенциал, мы не можем дать еще туда каких-то денег, да? То есть мы ищем извне эти деньги. То есть билетных денег хватает на то, что мы делаем, и на наши зарплаты не хватает. То есть мы ищем партнеров. У любым выпадку заходзьце на сайт фестываля справа, знойдзеце там і цікавае для сябе, і цікавае для іх. Можете кантактавацца, знаходзіцца і дапаўняць адзін аднаго. Арганізатары фестываля справа Матвей Сабуров і Максим Осипов былі ў нас сёння в эфіры. Працаваў для вас Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.